Здравствуйте, в эфире новости экономики, в студии Евгений Баженко. Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект об ответных санкциях против Соединенных Штатов и недружественных России стран. Он наделяет правительство России правом ограничивать по решению президента импорт, а также останавливать сотрудничество с недружественными государствами и иностранными компаниями. После критики законопроекта со стороны бизнеса, экспертов и профильных госструктур, депутаты доработали документ ко второму чтению и сделали его более рамочным. Теперь в законопроекте не перечисляются конкретные группы американских товаров, импорт которых может быть ограничен. Экономический блок правительства России расширился и обновился примерно наполовину. По мнению аналитиков, это говорит о желании властей в основном продолжить текущий курс, но начать плавный переход к реформам, которые обсуждались в последние годы. В то же время они отмечают, что усиление позиций главы Минфина в кабинете министров, расценивая это как признак того, что инструментами ускорения роста экономики для правительства станут не смягчение монетарной и бюджетной политики, а частные инвестиции и жесткий контроль государственных расходов. Правительство обсуждает параметры и темпы повышения пенсионного возраста. Об этом сообщает информационное агентство РБК со ссылкой на источники. По их данным, Минтруд предлагает повысить возраст выхода на пенсию для женщин на 5 лет до 60 лет, для мужчин также на 5 лет до 65 лет. Минфин, в свою очередь, предлагает повышение для женщин на 8 лет до 63 лет, а для мужчин также до 65 лет. При этом в плане Минтруда увеличение срока выхода на пенсию по году каждый год, а у Минфина каждые полгода. Изменения могут вступить в силу уже в 2019 году. Людей, которые сами копят на пенсию, могут частично освободить от уплаты подоходного налога. Такая идея содержится в концепции индивидуального пенсионного капитала, которую разрабатывает Центробанк. Цитата. «Если человек зарабатывает, например, 15 тысяч рублей и 1 тысячу отчисляет в пенсионную систему, с нее НДФЛ взиматься не будет, а только с оставшихся 14 тысяч. А формировать накопительную часть пенсии можно, перечисляя и 1% от зарплаты. Когда у человека наступит пенсионный возраст, у него будет выбор – забрать деньги сразу, получить деньги частями как добавку к пенсии или выбрать смешанный вариант. Если человек при жизни не успеет все потратить, деньги смогут унаследовать родные», сообщил зампред Банка России Сергей Шведов. Технологического прорыва в России можно достичь через развитие инфраструктуры и цифровизации всех сфер жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. По его словам, если России удастся добиться успеха в этой сфере в ближайшие 6 лет, она выйдет на самый высокий уровень в мире. Для меня важно то, что происходит в нашей стране. ICO, криптовалюты и блокчейн – это только элемент цифровизации. Я считаю, что технологический прорыв мы можем обеспечить, развивая наземную инфраструктуру, дороги, железные дороги, логистические центры и проводя цифровизацию всех сфер жизни, сказал депутат во время выступления на пресс-конференции Всемирного саммита блокчейна и криптовалют. Дальневосточные власти для развития макрорегиона предлагают ввести ряд исключений из общих для Российской Федерации социальных норм. В частности, локально повысить материнский капитал на 30%, ввести единовременную выплату при рождении первого ребенка, возмещение затрат на покупку или строительство жилья при рождении второго и последующих детей и освободить работающих родителей многодетных семей от уплаты НДФЛ. А также увеличить финансовую помощь дальневосточным предприятиям с 225 тысяч рублей до 1 миллиона на одного работника и подъемных программы переселения соотечественников вдвое, то есть до 500 тысяч рублей. Резервный фонд правительства Якутии на предупреждение и ликвидацию последствий паводка будет увеличен до 300 миллионов рублей. А в этом году на эти цели было заложено 120 миллионов. Об этом в ходе встречи с жителями села Рассолода Мегино-Кангаласского района республики сообщил первый заместитель председателя правительства региона Алексей Колодезников. В 2017 году общая сумма ущерба, нанесенного паводком республики, составила более 262 миллионов рублей. В 2016 году ущерб оценивался в более чем 100 миллионов. Годом ранее, в 2015 году, большая вода нанесла ущерб населенным пунктам республики на 103 миллиона рублей. В этом году, как сообщалось ранее населению, по предварительным подсчетам, необходимо выплатить в качестве материальной помощи 86 миллионов 700 тысяч рублей. Страхование пассажиров перевозчиками такси может стать обязательным не раньше середины 2019 года, даже при оптимистичном сценарии, считают во Всероссийском союзе страховщиков. Напомним, в конце марта в Госдуму был внесен законопроект об обязательном страховании ответственности и перевозчиков, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. По действующему сейчас законодательству, перевозчики, которые осуществляют пассажирские перевозки, обязаны страховать свою ответственность перед пассажирами. Лимит выплаты по этому страхованию до 2 миллионов рублей. Тарифы устанавливает Центробанк. Однако на такси это правило не распространяется. Гражданская ответственность владельцев такси подлежит страхованию лишь в рамках ОСАГО. Максимальные выплаты за вред жизни и здоровью составляют 500 тысяч рублей.
Цены на автомобильный бензин с 7 по 14 мая в среднем по стране выросли на 1,1% или на 46 копеек до 41 рубля 28 копеек, сообщил Росстат. Литр АИ-95 подорожал до 39 рублей 51 копейки, АИ-95 до 42 рублей 49 копеек, АИ-98 до 47 рублей 71 копейки. Неделей ранее рост цен на бензин составил 1%. До этого 3 недели подряд он составлял 0,4%. С начала года стоимость бензина на АЗС страны выросла на 3,4%. Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2017 году составила 19 миллионов 300 тысяч человек, или 13,2% населения. По сравнению с 2016 годом количество бедных россиян изменилось незначительно. Тогда доходы ниже прожиточного минимума имели 19,5 миллионов человек. Минимальная доля бедных была в четвертом квартале 2017 года – 9,9% или 14,5 миллионов человек. Максимальная в первом квартале 2016 года – 16% или 23 миллиона 400 тысяч. Напомним, что в четвертом квартале 2017 года величина прожиточного минимума для всего населения составляла 9786 рублей. С 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда был приравнен к прожиточному минимуму трудоспособного населения за второй квартал прошлого года и сейчас составляет 11 163 рубля. Российские производители готовы к 2025 году десятикратно увеличить производство крольчатины. Основные проблемы на пути резкого возрождения этого направления – племенной фонд и средства. Главный минус отрасли на сегодня – полная зависимость от западноевропейской селекции. На закупку племенного поголовья кроликов Россия тратит до 1,5 миллиарда рублей ежегодно. Но в случае государственной поддержки отечественные производители готовы увеличить производство крольчатины к 2025 году до 108 тысяч тонн в год. А это около 30 миллиардов рублей выручки ежегодно и несколько тысяч новых рабочих мест на селе. На этом все. Оставайтесь с нами на Якутия 24.